Красная площадь Москвы – это символ России. Здесь проходят все самые крупные государственные праздники. Сегодня тут собрались представители Якутской областной организации, чтобы отметить столетие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Это те, кто в разные годы работал в Якутии в первичных комсомольских организациях. Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли, что мы создать сумели, что мы сберечь смогли. Память тех дней не стынет, прожита жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол — это гордость моя. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог. Якутская областная комсомольская организация являлась частью всесоюзной. Историческая справка. 15 апреля 1920 года в городе Якутске была проведена запись в Российский коммунистический союз молодежи, а уже через 3 дня возникла Якутская городская организация, и ее первым председателем был избран Александр Евгеньевич Кугаевский, который стоял у истоков издательского дела Якутии. Молодая комсомольская организация республики активно участвовала в установлении советской власти, в гражданской войне, во всех преобразованиях экономики и культуры. Комсомол страны всегда считался помощником и резервом КПСС, всегда ставил партийные и государственные интересы выше личных. Он сыграл важную роль в победе над фашизмом. Якутяне возложили цветы к могиле неизвестного солдата, отдав память тем, кто ценою жизни защищал родину с комсомольским значком на груди. Не хотим покоя, внуки у нас растут, в будущее столетие завтра они войдут. Пусть, как и мы когда-то, множат дела отцов, а над страною реет наш с тобой не стареющий зов. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Якутяне посетили мавзолей Ленина, который был инициатором и идеологом создания Союза молодежи. День открытия первого съезда молодежных организаций страны, 29 октября 1918 года, вошел в историю как день рождения комсомола. Комсомол — это гордость моя, это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я... Хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи давно уже прекратил свое существование, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации остается любимым праздником. Это память
моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Подготовка и празднование столетнего юбилея ВЛКСМ проходила в стране по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, о чем он сказал на своем ежегодном послании Федеральному собранию в декабре 2016 года. Комсомол – это прежде всего молодость. Это искренность, это вера, это надежда, это любовь не без того. Мы искренне работали, искренне верили в наше будущее, отдали все, что можно было. Строили, работали. Тот задел, который мы создавали, мы до сих пор, я так понимаю, живем наша страна этим заделом. К столетию комсомола якутяне выпустили юбилейные значки, альбомы, газеты, журналы, а также организовали выставки, где была отображена вся история комсомола Якутии. Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, не расстанусь. Я думаю, что комсомольцы всегда были, будут, пока наше поколение существует, значит, в числе лидеров, забойщиками всех крупных строек. Я очень рад, что мне пришлось участвовать и в строительстве и БАМа, и АЯМа. Поэтому все лучшее у меня связано с комсомолом. Разве может не запомниться, когда это были действительно лучшие годы, когда мы все жили, вся страна жила одним? Конечно же, это самое. И я приехал на работу в Якутию. Меня комсомол там принял. Сегодня я вот смотрю на этих всех друзей, вспоминается все. А это же были такие годы. Я понимаю, что это грусть, я понимаю, что это уже как-то, так сказать, но с другой стороны, хорошо, что есть возможность к столетию хотя бы поговорить об этих делах. Комсомол – это наша молодость, это наша жизнь. То, что сегодня мы имеем, это заслуга комсомола. И вот если вы посмотрите здесь, это есть наш комсомол, наша жизнь, наша молодость, радость. И как юность моя, беспокойное солнце встает, впереди у меня непочатое море работы. Дорогие друзья, работящий вихрастый народ. Комсомольская юность, никогда ты покоя не знала, и в любые края, как на штурм уходила всегда. Что б ни сделали мы, нам всегда по-хорошему мало, и ведет нас вперед беспокойная наша звезда. Добрый день, уважаемые участники торжественной встречи ветеранов комсомола, посвященной столетию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Позвольте от имени Организационного комитета, от имени всех наших друзей из нашей республики Саха-Якутия и со всех концов нашей необъятной страны и бывшего Советского Союза, я как член Международного комитета комсомола 100 лет, позвольте
поздравить всех с самым замечательным, красивым праздником нашей юности, молодости, столетием ленинского комсомола. Ура! Сегодня столетие, конечно, отмечает вся страна. В Камчатке, Владивостоке, Хабаровске, везде отмечают сегодня столетие комсомола. Сильная молодежная общественная организация. Вот такие люди якутский комсомол воспитал, вот здесь сидят. И мы гордимся. Давайте похлопаем еще раз. Я прошу своя уруй! 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 За праздничными столами говорилось, что комсомол не только история, это серьезная веха в жизни нескольких поколений. Для советской молодежи ВЛКСМ стал настоящей школой жизни, которой прошли более 200 миллионов юношей и девушек. Многие из них стали видными государственными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками, представителями культуры и искусства. Я счастлив, что я сегодня с вами. И 100 лет, определенное количество времени я работал в Якутии. Лучшие годы моей жизни, молодости прошли в якутском комсомоле. Якутия родной дом. И я хочу пожелать, чтобы она расцветала, как родная республика. 4 года я был первым столем Бугульского райкома комсомола. Боря Дементьев, где Бугульцы? Идите сюда все. Ну, правильно сказал. Таким вот, что Бугульцев очень много. Но мы дружим, мы помним нашу молодость. И я предлагаю поднять тоже родную, любимую Якутию. Ура! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Дорогие мои друзья, я вообще за последние 10 лет, может быть даже 15, первый раз готовился выступить, потом решил не пользоваться, потому что в моем списке оказалось около 40 человек, которых я люблю, уважаю, которых вообще знаю очень давно. Комсомол, конечно, организация очень уникальная. А первым секретарем обкома комсомола я 7 лет, 9 месяцев и 14 дней. Вот за номером 1250 мне вручили в 80-м году, когда я уходил, и Борис Николаевич Пастухов сказал очень много добрых слов, а потом я оказался в объятиях первого секретаря Ленинградского обкома комсомола Василия Георгиевича Светов, которым была Валентина Миенко. Есть только одна мысль. Когда мы однажды на одном из заседаний Международного комитета обсуждали, как праздновать в стране как надо в стране организовать празднование столетия комсомола, тогда появилась мысль, но ведь это только 100 лет, впереди еще не меньше. И у меня сегодня такая функция, связанная с моей биографией. Свою комсомольскую работу я завершал как раз на переломе советской и истории Новой России. Это был 91 год, август месяц, всем вам известно. И я тогда был вторым секретарем Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи. И надо было принимать решение о будущем нашей организации. И тогда вместе с моими коллегами, первым секретарем был Еланин Владимир Васильевич, который потом впоследствии был губернатором Оренбургской области, министром правительства нашего и так далее, мы тогда, после долгих размышлений, но в очень короткое время, почувствовав настроение всей нашей молодежной организации России, приняли решение о переименовании нашего Коммунистического союза молодежи в Российский союз молодежи.
Я хочу вам сказать, что это было правильное решение. Организация Российский союз молодежи осталась. Она самая многочисленная организация в стране. Она самая уважаемая и для власти, и для общества молодежное объединение, которое ведет активную работу. И сегодня у нас здесь в гостях первый секретарь Центрального комитета Российского союза молодежи Павел Краснородский. И вся работа, которая продолжается сегодня в этой организации, она основана, конечно, на вашем опыте, на вашем героизме, на вашем энтузиазме. Мне сегодня особенно приятно сказать, что эти традиции зарождались давным-давно, еще даже моих старших товарищей, которые здесь стоят на сцене, в 2018 году. Но сегодня свидетель тех лет у нас, самый-самый, это Евгений Иванович Петр. Он сегодня пришел к нам с комсомольским билетом в апреле 1942 года, военного года. Он принес его сегодня с собой на грудном кармане у всех. Сегодня вам раздали сборники наши постпредовские. И там на одной из страниц написано о том, чем сегодня занимается Российский союз молодежи. И Павел нашел абсолютно необходимым прийти сегодня символически своим приходом сюда, продемонстрировать, что они живы и здоровы. Он сегодня, его рабочий кабинет, это рабочий кабинет первого секретаря ЦК ВЛКСМ, там же, на России. Я думаю, что в стране произойдет политический такой символический акт, когда комсомольцы всех поколений, которые сегодня отмечают столетие, передадут свое знамя, свою энергию нашему будущему поколению. А мне позвольте передать этот наш национальный символ, наш чарон, который должен быть наполнен всей вашей энергией и энергией будущего. И передать его вместе с Евгением Ивановичем Павлу Краснородскому и всей этой молодежи. И мы сегодня не на последнем нашем собрании, мы сегодня на первом собрании следующего столетия. Добрый путь, Павел! Сейчас уже не будет той единой организации, которая раньше называлась «Комсомол». Но наша задача сейчас сохранить те добрые традиции, ту проектно-программную деятельность, тот дух, который был в «Комсомоле». Что, собственно говоря, мы и делаем. Ежегодно более 4 миллионов молодых людей из нашей страны участвуют в проектной программе. Здесь абсолютно правильно было замечено, что важной миссией «Комсомола» была эта работа на международной арене. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1985 года, 1957 года, тоже это подчеркивал. Мы сегодня работаем с 35 странами, зарубежными странами. Дорогие друзья, от имени молодого поколения разрешите тоже присоединиться ко всем словам поздравлений, которые посвящали наших уважаемых друзей и коллег, и поздравить вас с прекрасным праздником, юбилеем 100-летия комсомола. Ура! Я в комсомол вступил в год Великой 40 тысяч в апреле 1942 года. Вот комсомольский билет, который я хотел бы продать Российскому союзу молодежи, взять на вооружение весь тот опыт, который был комсомол наших времен, и, говорится, приумножить, и также успешно, активно участвовать в развитии нашего государства, нашей великой России. Еще раз поздравляю всех праздник, желаю всем счастья, здоровья, благополучия и удачи. Комсомол – это в первую очередь история, традиция, это будущее. Потому что молодежь, которая не помнит и не знает своего прошлого, у нее нет будущего.